Приветствую вас на своем канале Словения с Хельга Вайт. И перед тем, как мы начнем обсуждать с вами новости уходящей недели, призываю вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться своим ценным мнением в комментариях. В управной эноте Любляны творится просто хаос. Кто не знает, что такое управная энота? Управная энота – это учреждение, где все жители Словении получают или меняют свои документы. Иностранцы, например, в управной эноте подают свои документы на продление или получение первого ВНЖ, или на получение ПМЖ. Граждане Словении в управной эноте меняют свои документы или тоже могут получать свои документы. И с недавних пор в управной эноте творится полнейший хаос. Люди с ночи занимают там очереди, чтобы хотя бы подать свои заявления на замену или получение документов. Прошла новость, что даже 90-летней бабушке пришлось стоять несколько часов в очереди. Помимо этого, сотрудники управной эноты постоянно бастуют. И сейчас стало невероятно сложно вообще как-то попасть в управную эноту или дозвониться. Например, я вчера пыталась дозвониться в управную эноту 2 часа, и мне постоянно автоответчик сообщал, какая я на очереди. Начинала я с 10-й в очереди, и в течение 2 часов стала 1-й в очереди. И когда автоответчик сообщил мне, что меня возьмет первый освободившийся оператор, вдруг мой звонок просто сорвался. И я потратила впустую 2 часа своего времени. То есть такое ощущение, что они просто не работают и людей держат в очереди. А еще нужно было дозвониться. Сначала короткие гудки, сначала линия занята, потом ты все-таки вклиниваешься в эту очередь, в итоге все равно не можешь дозвониться. И сейчас прошла новость, что уволили главу управной эноты Любляны. Но на самом деле это уже не первый случай. Уже много раз увольняли главу управной эноты, но с каждым разом работа управной эноты становилась только хуже. Посмотрим, что будет на этот раз. В новостях предупреждают владельцев автомобилей. Сейчас в Словении распространился новый метод угона автомобиля. На самом деле этот метод не нов для России. В России уже давно знают об этом методе. И вот он пришел как инновация в Словению. Например, вы подъехали и хотите припарковать свой автомобиль, и вдруг вас какой-то человек начинает отвлекать какими-то разговорами или вопросами. А в этот момент напарник отвлекающего засовывает монету в ручку одной из дверей вашего автомобиля. И вы, ничего не подозревая, отходите от своей машины и удаленно закрываете свой автомобиль. Но на самом деле из-за того, что там подложена монета, автомобиль остается открытым. И таким образом у угонщиков есть свободный доступ проникновения в ваш автомобиль. Так что будьте внимательны, знайте об этом методе. Словения безопасная страна, но все-таки здесь тоже нужно быть начеку. Жуткое нападение произошло в начальной школе в маленьком поселке Велика Долина. Поселок находится недалеко от города Новоместо и очень близко к хорватской границе. Цыганский ученик напал на 8-классника и серьезно ранил его. В итоге ученик был доставлен с тяжелыми травмами в больницу. Директор начальной школы Аня Зевник заявила, что на сегодняшний день не может гарантировать 100% безопасность детей в своей школе. Родители и ученики не могут больше себя чувствовать в безопасности в этом населенном пункте из-за агрессивных действий цыган. Сейчас полиция взяла под контроль эту школу и ведет усиленное наблюдение за улицами этого маленького поселка. И также сейчас оказывают психологическую помощь ученикам, которые стали свидетелями этого жуткого нападения. Все-таки есть такие районы Словении, где люди не чувствуют себя в безопасности в полной мере. Хорошая новость пришла от наших соседей из Венгрии. В Венгрии открыли подвесной мост длиною аж в 700 метров. В городе с непроизносимым названием
Шаторальяуйхей, который находится на востоке Венгрии, появилась новая туристическая достопримечательность – мост длиною в 700 метров под названием «Мост национального единства». Как утверждают венгры, этот мост является самым длинным в мире. Проект обошелся властям Венгрии в 10 миллионов евро. Деньги они взяли из своего государственного бюджета, ни капли не потратив из денег Европейского Союза. Так что, если окажетесь в Венгрии, советую вам посетить этот мост. Сама бы с удовольствием съездила и посмотрела на это вживую. Но, к сожалению, в ближайшее время не планирую посещать Венгрию. По данным общественных организаций, в бывшей Югославии было украдено, вывезено и продано около 20 тысяч новорожденных детей. Сейчас Общество потерянных детей Словении объявило в соцсети Facebook, что разыскивают 39-летнюю женщину, которая родилась 11 мая 1985 года. Как пишут в издании, сама 39-летняя женщина недавно искала свою биологическую мать Йожефу в районе Словенского Градца. Она обратилась не к той женщине, а к женщине, у которой та же фамилия и имя, как у ее биологической матери. К сожалению, она не оставила своего контакта этой женщине, но женщина сообщила об этом звонке, и сейчас общественная организация пытается найти эту женщину и соединить ее со своей биологической матерью. 100 славянских матерей сомневаются, что при родах их дети не выжили. Они думают, что были обмануты врачами. Их дети были незаконно усыновлены другими семьями. 15 июня в Любляне ежегодно проходит гей-парад. Начинается шествие в 6 часов вечера от улицы Метелкова. Шествие проходит по всему центру Любляны и заканчивается на Конгрессном тырге. Это одна из главных площадей Любляны. Там проходит ежегодный митинг, и заканчивается это все праздничным концертом. Хочу вам напомнить, что гей-парад – это не просто праздничное шествие, а люди выходят в защиту прав сексуальных меньшинств по всему миру. Если вы еще не видели моего репортажа о Люблянском гей-параде, то можете перейти вот по этой ссылке и посмотреть, как он проходит. И традиционно в конце новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? Завтра в Любляне от плюс 13 до плюс 29. Малооблачно. Спасибо, Алиса, за такой хороший прогноз погоды. Спасибо, я старалась. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч.